Здесь, в Ингушетии, каждый из них обрел свой дом. Они работают, учатся и делятся ингушским народом дни радости и горя. Представители всех диаспор республики собрались за чашечкой чая в легкой, непринужденной обстановке. Мы должны с уважением относиться к каждому человеку, к его традициям, к его обычаям, почитать друг друга. День народного единства празднуют только раз в году, но поддерживают эту сплоченность на протяжении оставшихся дней. Праздник – это еще одна возможность почувствовать себя частью великого народа, вспомнить о его славном прошлом и задуматься о будущем. Объединить сегодня всех диаспор, иностранных граждан, которые сталкиваются с препятствиями, языковыми барьерами и с нашим менталитетом, традициями, культурой, но при этом пытаются сохранить всегда и свою культуру, идут нам навстречу. И вот их объединить и поддерживать между ними те теплые отношения, это нелегко. Поэтому хочу сказать спасибо всем нашим общественникам, которые в этой нелегкой работе. Сегодня в Ингушетии проживает более 70 национальностей. Здесь они нашли своих друзей, кров и долгие годы живут в соседстве, внося свою лепту в развитие республики. Для поддержки таких граждан сегодня в регионе построен Дом дружбы, который начал свою работу в 2022 году. Для чего создан Дом дружбы? Дом дружбы создан в первую очередь для помощи идентичности непосредственно межнациональной политики именно тех жителей, которые приехали из других стран, стали гражданами нашей страны. И один из хороших, ярких примеров это может являться Нихпара Мадина, которая присутствует здесь, в этом зале. Я хочу сказать, что она представитель азербайджанской диаспоры, которая приехала в Республику Ингушетия в первую очередь, не имея возможности реализовать себя. Благодаря Дому дружбы Мадина сейчас является руководителем клининговой компании. И таких историй немало. Каждый из них в один голос повторяет: Ингушетия уже давно стала второй родиной. Впервые Джема Епремян приехала в республику 40 лет назад. Обстоятельства так сложились. Думала на месяц, но покинуть его больше не смогла. Очень много друзей, близких людей, очень много. Всегда они рядом. Если мне помощь какой-то, они сами идут. Не ждут, что пока я позову. Когда хорошо, тоже рядом. Это моя вторая родина. Я очень люблю Ингушетию. Даже не представляю без Ингушетии. Праздник мира, добра и толерантности. Он действительно объединяет. Русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, грузины. Все они доказали, не существует отдельных национальностей. Они большая и дружная семья. Это праздник, День единства народа, для нас стало любимым и единым праздником, потому что этот день как-то ночью, когда нас телевидение пригласили, ночью Мадина сидела и писала нам гимн. У нас есть свой гимн Ассамблеи народов. Вот с того времени мы работаем и будем работать сколько сможем и как сможем. Единство для нас – это цель. Этот праздник связан с историей наших предков, когда в нужный момент они сплотились воедино, независимо от разных национальностей и вероисповеданий. Березы нарядные по ночью, и кружат родники, и рождается в сердце мечта. Хава Гагиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.